Всем привет, меня зовут Камиль, я менеджер в магазине Zaman Store. И хотелось бы просто рассказать о нашем месте, о том, чем мы занимаемся. Мы находимся вот здесь вот в белом большом здании, домике с огромной стеклянной витриной. Недавно вообще всенародная или известная, любимая культурная институция наша организует, стала недавно организовать мероприятия такие прекрасные, общаться с артистами, музыкантами. Мы продолжим это делать, будем устраивать ридинги, разные выставки, медиации и очень много разных общественных мероприятий. А еще у нас есть магазин на 2-м этаже, в котором можно приобрести и приобщиться к культурной жизни Башкортостана, приобрести с недавних пор картины разных художников наших местных и сувенирчики разные, все, что душе угодно у нас есть. Заходите, мы будем вас ждать и приятного прослушивания. Поприветствуем Пашу Грачева и Виталия Жулькова. Спасибо большое, Камиль. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз рады вас всех приветствовать. Мы тоже представимся. Мы Павел Грачев, Виталий Жульков, музыканты, мультиинструменталисты, диджеи. Кто нас не знает, может быть, да, художники тоже. Чего мы только не делаем. Сегодня лишь бы не работать. Да, лишь бы не работать. Сегодня будем рассказывать вам про виниловые пластинки. Также вы нас сможете знать по электронному дуэту, нашему главному, пожалуй, на сегодняшний день проекту. Это Араш Квазар. Маленькая реклама. Кто желает, может тоже приобретать наши виниловые пластинки. У нас сегодня с собой парочку последних копий есть. Вышел этот альбом, на самом деле, в январе. Только недавно появился он на виниловых носителях. Вышел на нашем московском прекрасном лейбле System 108. Кому интересно, пожалуйста, можете после лекции подойти и приобрести пластинку. Ну что, давайте начнем. И начнем мы, пожалуй, с наших одних из самых вообще любимых исполнителей на виниле. Даже не только потому, что они наши земляки. Ансамбль из Уфы, ансамбль под названием «Дустар». Очень ценные пластинки, очень довольно-таки редкие пластинки, за которыми охотятся люди по всему миру. То есть такие пластинки, самый феномен, что самое интересное, такие пластинки редко, но можно встретить где-нибудь, не знаю, на барахолках, где-нибудь на Авито, достать из старых коллекций и достать за 200-300 рублей какой-нибудь бабушке теперь купить. Уже нет. Уже сейчас да. А где-нибудь в Европе, в Канаде такая пластинка может стоить 20, 30 и так далее тысяч рублей на наши деньги. Ну что же, наши любимцы, наши земляки, ансамбль «Дустар», на наш взгляд, это прямо уникальный музыкальный феномен, который образовался в 1978 году. А образовал его такой человек, саксофонист, тоже мультиинструменталист, это Марат Елдыбаев. Кстати, кто его знает, он недавно выступал в джаз-клубе, пока что в Уфе. Очень надеемся, что будет давать концерты, поэтому не пропустите, обязательно советую вам сходить. Так в чем же уникальность ансамбля «Дустар»? Он именно выступил, скажем так, на стыке башкирского фольклора и джаз-фьюжена. Под руководством Марата Елдыбаева. И, я бы сказал, создал значимую такую дискуссию между нашей национальной, между башкирской музыкой, между башкирской традицией и джазом. Первый альбом как раз-таки ансамбля «Дустар» — это «Черная река», который мы сейчас с вами поставим. Это оригинальная обложка. Все пластинки сегодня, все наши земляки в основном выходили на советском таком гигантском лейбле «Мелодия». Наверняка вы его знаете, если увлекаетесь пластинками. Этот альбом также сочетает башкирские народные мотивы с джазовой импровизацией, с электронными классными синтезаторами, клавишами тех времен 80-х. Композиции вроде, например, как «Танец пчел» демонстрируют здесь, я бы сказал, мастерский синтез. Так что давайте послушаем внимательно первую композицию. Что у нас за песня будет? Да, давайте еще немножко я расскажу, что этот альбом вышел в 1988 году.
Этот альбом, он, в принципе, им не принес славу, но он для нас и для многих музыкантов считается такой прям один из культовых. У них есть альбом чуть, получается, ранний, это который называется «Карусель». Он более популярный как бы среди любителей башкирской музыки, джаза. Более редкий даже, да. Но он как бы стоит дороже почему-то, но тот альбом нравится нам больше. Тут как бы больше такое, больше народной музыки, они как бы взяли, прекрасно вообще. Совместили свой стиль, получается, башкирскую добавили какую-то свою этнику, башкирские музыкальные инструменты, и все это как-то они это прям круто совместили, получилось какой-то у них свой вкус музыки. Они как-то прям вот реально, когда вот раньше я вот эту пластинку услышал, вообще я нашел сперва эту пластинку, именно «Черная река», как это все было, это было, наверное, лет 18, наверное, 15 назад. Я был на барахолке, и тогда я увлекался пластинками разных наций. То есть я собирал там турецкую музыку, польскую и так далее. И почему-то понял, я вроде живу в Башкирии, надо начать собирать башкирскую музыку. И стал копаться, и стал информацию искать. На тот момент очень было сложно все найти. Сейчас стало более доступно, потому что сейчас есть всякие паблики, то есть мы не первые про это рассказываем, наверное, не последние. И сейчас много информации в интернете, но тогда, когда я начинал, только были... Раньше был такой журнал, у «Мелодии» выходил, помнишь? Там с архивами всякими Да, классными, вот да. по этим брошюркам я искал вообще башкирскую музыку. То есть тогда было очень сложно найти интересную башкирскую музыку. И вот однажды я был на очередной барахолке, причем это даже было не в Башкирии, по-моему, это было в Самаре. И я вот вижу такую пластинку и понимаю, что-то по обложке какой-то здесь лютый будет психодел. Это оно самое. Да, и я ее взял, потом я понял, что это типа из моих как бы, окраин. И я приехал домой, поставил ее и понял, что это нереально круто. Это любовь. Для тех времен так написать, я не знаю, это нужно было, ну, это по-любому, они все учились на это, то есть не как сейчас. То есть как бы все в основном западные и там американские всякие музыканты, они в основном все самоучки. Там взять даже блюз, там тоже джаз. А вот наша школа, именно СССРская, она вся вышедшая из хороших мест. Просто так людей к записи альбомов не подпускали, да. То есть, как, допустим, вот сейчас, да, там любой музыкант, даже вот взять нас, мы нигде не учились, просто делаем музыку по наитию, как чувствуем, и по ходу действия разбираем как бы ноты и так далее. А тогда все музыканты, они были все... С образованием, скажем так. Да, и вот, когда я нашел эту пластинку, я приехал домой, я ее поставил и понял, что она звучит как современный музон сейчас. То есть нереально круто, всякие прикольные брейки, потому что я раньше, начинал вообще всю эту индустрию и свой путь с помощью танцевальной истории, там я танцую брейк, и для нас очень важны были партии барабанные, лютые брейки. Тут такие есть моменты, которые можно сэмплировать, играть на батлах, на вечеринках и делать также свой музон, брать какие-то биты. То есть многие иностранцы, есть такие ребята, как там DJ Shadow, они в поисках такого счастья. Ну, про это можно говорить много, бесконечно, но вот этот альбом один из моих любимых. Также есть альбом, у них много было альбомов. Да, мы сейчас расскажем, давай позже, давай послушаем первую композицию. Начнем мы с одной из любимых наших песен, это «Танец пчел». То есть Башкирия связана, да, с пчелами, в принципе. Красивое название. Ну что, встречаем первую мелодию «Танец пчел». Поехали. Просто послушайте, прям вот проникнись в ту музыку, что было написано там, в 88 году, мне было 2 годика.
Просто джаз кунг-фу. Раз. Ну что, ребят, понравилось вам? Вот это очень мощно. Заметили это прекрасное барабанное соло. На барабанах, кстати, Евгений Чистяков. Давайте ему просто отдельные бурные аплодисменты. Вдруг он посмотрит это видео. Евгений, мы вас очень любим. Ну что же, кстати, он каратист, вот он, поэтому, наверное, так и барабанит очень круто. Кстати, интересные факты про ансамбль Дустар. Вот как раз-таки, насколько ходят легенды. Если, может быть, мы ошибаемся, поправьте нас. Мы знаем, что Марат Илдыбаев женился на тайской девушке, уехал в Таиланд, а эта девушка, она оказалась из какой-то королевской семьи. А в Таиланде там на самом деле у них вот был
до короля, который сейчас, король Рама IV. И он вообще известный любитель огромной джазовой музыки. Поэтому, насколько мы знаем, он даже, по-моему, там Марату нашему подарил целый остров, где он там играл джаз для короля Рама IV. И ансамбль Дустар тоже долгое время гастролировал по Азии. Вот такие интересные факты. Ну что же, у ансамбля выходили еще пластинки, как сказал Виталий ранее, в 1985 году EP разные, мини-альбомы, как «Карт-Баик» или «Старинный праздник». В 1983-м уже полноценный релиз вышел, LP-шка, это вот «Карусель», и еще выходил альбом «Ледоход». Вот. Другие записи уже конца 80-х годов. Ну что же, мы сейчас поставим вам композицию с альбома вот «Карусель». Альбом, как Виталий сказал, более редкий, более дорогой. И альбом принес им уже большей популярности во всем мире. А что у нас за композиция будет? Композиция будет «Дождь идет», ансамбль Дустар, альбом «Карусель». Но у них очень много разных сольных альбомов было еще у каждого, помимо бендовского коллектива. И этот ансамбль сыграл большую роль как бы в нашей башкирской музыке, потому что многие музыканты делали с ними очень много коллабов. То есть, да, если, скажем так, мы слушаем какую-то российскую эстраду и разных популярных исполнителей советского времени, и там за инструментал всегда отвечал ансамбль «Мелодия», так назывался, то у нас на нашей сцене башкирской всегда у любого певца, любую практически пластинку, которую ты не возьмешь с башкирской музыкой, наверное, 80. Да, 80% там будет ансамбль «Дустар» написано. То есть они играли со всеми. Мы еще попозже тоже к ним еще вернемся и поставим этих прекрасных исполнителей вам. То есть они как бы основатели, можно сказать, наших краев. А «Дустар» как переводится, знаете? «Дустар», да. Как «Дустар» переводится? Друзья, все правильно. Давайте сделаем так, смотрите, я хочу узнать. Сколько здесь есть, вообще здесь есть башкиры? Руку поднимите. Есть башкиры? Прям вот коренные башкиры. Вот, отлично. То есть не зря, да, все это? Отлично. Ну, слушаем тогда трек. Вы понимаете, да, башкирский язык? Да. Вот, дальше будете нам рассказывать, про чем песня. О чем песня? О чем песня? Так, хорошо. слушаем трек «Дождь идет». Поехали. Башкирские электронщики. Причем в этой версии есть и слова.
прекрасная песня. Отлично. Отлично. Причем это инструментальная версия, а есть версия... Да, да. Вот, вот, вот. Ну, в смысле, а это инструментал, а есть где прям... Где поют Где еще поют, сверху. да. Просто это их как бы альбомы, они достаточно... А в Москве в истории самая дорогая пластинка была Дустар. В Москве была. Где? В Диксторе. Ну, наверное... У нас, а вы в нашем магазине не были в Москве? Если ты видел, самая дорогая пластинка была Дустар? Дустар, да, была. Что за альбом? Нет, Где? Черная река? Роберта, этого, где мне 16 лет? нет, именно Дустар, там был тираж буквально 200 пластин, что ли, что такое. И вот это, там дорогая пластинка, это история самая дорогая. Может быть, ледоход как раз таки. Ледоход, скорее всего, да. Ну, как бы они же, у них у всех сольники, а группа-то была одна. Да, играли именно Дустар. Да, у них как бы, у них есть, на самом деле у них еще есть и миньоны, то есть это гигант, называется большая пластинка. 12 дюймов. 12 дюймов. А есть еще пластинка 7 дюймов. Это маленькая, это называется в народе миньон. Не путай с другим словом. Марат Ландыбаев, самый главный создатель. Но Да-да-да, он сам. сейчас он уже дома приехал в гости, говорят. Ну, спорный вопрос, ходят легенды, мы его лично не видели, поэтому... Так что у них много пластинок, если что-то находите, нам звоните. Мы заберем. Так, ну что, идем. Подожди, сейчас я еще расскажу, пока вспомнил Давай. одну историю. Прикольно тем, что когда вот мы начинали их собирать, они стоили, в принципе, недорого, даже он Урал тоже собирает, тоже бывало, находил недорого. Но вот как бы за границей, вот я раньше часто ездил, как говорится, за бугор, и всегда, когда ехал, брал с собой пару таких пластинок, потому что там можно было их обменять на в хлам редкий став, который есть у них. Ну, то есть как бы для них это прям пушка, а там что-то было мне интересно, и мы менялись, потому что это я купил, допустим, там за 500 рублей, а их пластинка там стоит там 50 тысяч, и я привожу ее и обмениваю. То есть на это ты свою машину и квартиру и купил, да? Понятно. Не-не-не, я не работаю. Так, ну что, идем дальше, дорогие друзья. Наш следующий сегодня башкирский, знаменитый, легендарный исполнитель – это Рим Махмутович Хасанов. Это башкирский композитор. Кто-нибудь его знает? Да. Вот, отлично, очень, очень приятно. Вели прошлую лекцию, никто не знал Рима Махмутовича. Вот. Да, нам посчастливилось с ним быть лично знакомым, потрясающий человек. Это автор более 400 песен, романсов, инструментальных произведений. Ему сейчас уже 78 лет, он до сих пор работает над театральными спектаклями, балетами, симфоническими поэмами, песнями. Он действительно человек, который не перестает удивлять. Как-то он мне сказал, ему было 75 лет, и он решил учиться играть на кларнете. Вот. Как бы человек постоянно развивается, он научился прекрасным образом и сейчас играет свои композиции. С 1994 года по 1996 год Рим Хасанов жил в Австралии, где написал цикл из более 30 песен на стихи Рона Роджерса, такого продюсера, этого, скажем, автора, исполнителя. Когда он там жил, он выпустил очень экспериментальное творчество. Не все про него знают. То есть все Рима Хасанова знают как именно нашего народного башкирского композитора с такими добрыми, красивыми композициями, например, как «Эргетеман», там «Утренний туман». Очень красивая песня, советуем ее послушать, найти. Есть она и в интернете на ютубе. Она звучит прям как какая-то Франция 70-х с таким шармом. Одна из моих любимейших композиций. Но у него есть вот невыпущенное творчество, которое он писал в Австралии, Вау. и там всякая электроника, психодел. Он даже в одной композиции зачитал рэп на английском языке. Вот, Мы даже представьте. хотели, помнишь, выпустить? Да, мы просили его, говорю, давайте выпустим это на пластинках, пожалуйста. Вот, он сказал, он отказал нам вежливо. Ну что же, с 2006 года Рим Хасанов с большим успехом дает концерты в Финляндии. Вот, ну, в общем, до сих пор он в бою выступает. Даже не так давно, год назад, у него проходил юбилейный большой концерт, где собрались многие звезды башкирской эстрады. Мы там присутствовали. Это было прямо, ребята, очень круто и волшебно.
Ну что, какую композицию мы сегодня будем слушать у Рима Сегодня Хасанова? мы будем слушать прекрасную композицию, называется «Песня об Уфе», то есть о наших родных краях. И Вот, извини, перебью тебя. Вот Рим Махмудович вот так вот выглядит, такой красивый, усатый мужчина. В принципе, сейчас он практически не... так же и выглядит. Так же и выглядит, практически не изменился. Только усы посидели немножко, и все. Вот. Слушаем. Слушаем, поехали. Yerdə güzel qalalar, yine Oradan kevik bakalım. yok buten, suğa yine yüreğimde kıyas yitip yeritem. Ey efem adur qalam, yine para kıtlanam, bir vakit dağlamin yine yaratıdan tutamam. Ey efem adur qalam, yine para kıtlanam, bir vakit dağlamin yine yaratıdan tutamam. Oy وتهن كن وتهن طريق الدارن هطلب ممكن ما هنا ضرلما وهنا يرلما ومطاب اي افهم ما دور قلام هنا فرح اطلنام برباط الطلع من هنا يا ردودا تمام اي افهم ما دور قلام هنا فرح اطلنام برباط الطلع من هنا يا ردودا تمام Her taraf gülge gömülgen Baltama yükeleden Hinde saatlik, hinde saatlik Hinde vakit hindeyem Ey efemme dur kalam Hine kara kıtlanam Bir vakit dağlamin hine yaratıdan tutamam Ey efemme dur kalam Hine kara kıtlanam Bir vakit dağlamin hine yaratıdan tutamam Вот такая прекрасная композиция. То есть, да, можно аплодисментов, не стесняйтесь, конечно. Риму Махмудовичу было бы приятно. Видите, там уже звучат драм-машины, синтезаторы, как бы есть уже песня с вокалом. Про что поют-то, кстати, товарищи башкиры? Рассказывайте нам. Какой красивый город наш Уфа. Ну, правду поют, получается, действительно. Любят Уфу. Говорит, какой красивый у нас город, говорят. Люблю тебя, Уфа. Вот. Записывай. Рим Махмудович Хасанов родился 9 марта 1947 года в селе Языково Благоварского района Башкирии, Башкортостана. Тоже на родине его очень любят, ценят. Он очень много сейчас делает для детишек, кто занимается музыкой в своем родном краю. Поддерживает многих молодых музыкантов и продвигает их. В общем, помогает по полной программе. Следующая у нас композиция, давайте еще послушаем. Хотим поставить вам Рима Хасанова, чтобы полностью, так сказать, отобразить его творчество. Что это у нас будет, Виталий? Да, это вот песня, прям так называется альбом «Мама любила цветы». Прекрасное название. Будем Красивая. Мама любила цветы. Кояш калкалап, тулган ай бата, ник авашмайда рулары ufukta. Әллә яңлышмы, әллә язмышмы, Gündədə tündə arala yata. Әллә яңлышмы, Yadmışmı günlerde dünde aralayada. Mektep yılları kaldılar yırak. Tatmayınsa kayttım
Болосоқтарда күршілер иnek Ағының қазағын белінде белбек Яңлашты ойлап, язмышты ялғап Тағыла берге булырлық кеуек Яңлашты ойлап, язмышты ялғап Тағыла берге булырлық кеуек Yanlıştı yoyuğa, yanlıştı yolga Dağıla birgen bularlık kevek Yanlıştı yoyuğa, yanlıştı yolga Dağıla birgen bularlık kevek Dağıla birgen bularlık kevek Прекрасная песня. Ох. Я даже не знаю, о чем поется, но этот голос так нежно вообще ложится. По-любому про цветы и про маму. О чем песня? Вообще, это «Судьба или ошибка» называется песня. Судьба или ошибка? Спасибо, спасибо большое. То есть такая жизненно глубокая песня, да? Да, мы сегодня из Рима Махмудовича Хасанова поставили вам, поскольку сами музыканты мы более там электронные, да, здесь у нас композиции прозвучали сегодня более Которые нам нравятся. но с драм-машинами, подобно. синтезаторами, фанк, диско, джаз, фьюжн и так Еще далее. прикольно, если на песне мы забыли принести пластинку. Да, это именно «Утренний туман», вот, то есть там Можете уже, послушать этот трек. то есть там уже больше чего-то народного, более классической музыки. Вот. Ну, я думаю, что если вы захотите, будет желание, то в интернете все это можно найти. Рим Хасанов есть. Да. Переходим мы дальше. И очень один из гигантов, на мой взгляд, ансамбль, который я прям тоже в него влюбился. Очень запрещенное Ансамбль. название. Ансамбль «Радуга», запрещенное слово в нынешнем, как говорится, в нынешней нашей жизни. Но ансамбль «Радуга» — это прям какой-то, не знаю, какой-то новый феномен, который произошел, знаете, там, в 69 году. Ансамбль из Стерлитамака. Но все думают, что он из Уфы, но на самом деле корни из Стерлитамака. Там бы был трубач, у них лютый вообще, Геннадий Калин. Это основатель этого ансамбля. Прям когда я нашел эту пластинку, я думал, блин, что за радуга? Думаю, какая-то радуга, ну, прикольная обложка, типа, красивая, можно как поставить дома. Радужная. Да, я почитал, тут есть описание, кто, что, как это все происходило. Я думал, вау, это какое-то прям, походу, мясо. И стал углубляться все глубже и понял, что это пушка. Да, всегда на пластиночках сзади на многих вот здесь можно прочитать различные описания, как, что записывалось, какие-то даже интересные истории. Такая маленькая биография раньше писалась. Да, то есть ансамбль «Радуга», то есть советский вокально-инструментальный ансамбль, как сказал Виталий уже, Стерлитамака. Руководитель Геннадий Калинин, он не только основатель ансамбля «Радуга», на самом деле, он еще человек, который известен самыми громкими хитами для певицы Алсу. Вот. Все вы ее знаете? Да, конечно. Ну, вот я не знаю, там практически все хиты Алсу, какие не возьми, это все Геннадий Калинин, ансамбль «Радуга». Вот. Репертуар включал в себя фанк, диско, джаз, такое звучание советского времени, особенно популярных в Башкирии конца там, 70-х, 80-х годов. Ну да, они образовались в 69-м. Когда-то я тоже наткнулся на одну прекрасную композицию. Сейчас мы поставим не с этого альбома сначала, а вот с маленькой 7-дюймовки. У них, да, извини, что перебил, да, у них, получается, были также гиганты и миньоны, но вот на маленькой пластинке это прям какой-то рар для диджеев, для музыкантов, которые слушают фанк, играют хип-хоп там, и так далее. Тут это очень редкая пластинка, которая сейчас в данный момент
наверное, уже не найти в Башкирии. Действительно, когда я услышал музыку в первый раз, я подумал, что это, кто это. Мне показалось, это какие-то крутые чернокожие ребята из 70-х, из Америки. А потом я слышу нашу башкирскую родную речь, и я впадаю в ступор, думаю, что это такое. На самом деле композиция написана, да, там на башкирском языке здесь поют, но человек, который исполняет эту песню, он сам русский, башкирского языка он даже не знал, но для этой песни он специально выучил текст и прекрасным образом спел. Да. Давайте послушаем. Да, как и новый ансамбль там. Как Айола? Да, Да, ну вот, практически в так принципе, же. то же самое. Ну да, вот еще раз говорю, редкая пластинка, редкий миньон, 7-дюймовка. Короче, хочу вторую, но, наверное, уже вряд ли. Мне 5, пожалуйста, сразу. Давайте послушаем, ребята. Вот сейчас прям внимательно, потому что это прям именно башкирский фанк самый классный. Kızlatanlar tügüle oldu. Gün ufuk sitlerine huzlanır zargıla yıldan. Akmanay bitlerine hıgıla dallar, hıgıla dallar. Можно даже танцевать, да. Hıgıla dallar, hıgıla dallar. Yazgıttan yıllarına. Hileşeler, sırleşeler. Başkalıp derine kızlardan dergıla kaldı. Enderge yan yılganı emme bilin elde da baktırma emme bilin elde da attırma Hunnalları ay hay hay ay hay hay ay hay hay ay hay hay emme bilin elde da baktırma emme bilin elde da attırma Hunnalları Ай, ай, ай! Вот так вот. Ну скажите, да, действительно потрясающе это. Спасибо. Ну что, давайте поставим вот композиция называется «Рассветает». Это очень такая, да, редкая башкирская народная мелодия. Да, плейлист будет? Плейлист. А, кстати, это очень хорошая идея, да, почему бы нет? Я думаю, да, мы выложим уже, когда на YouTube наше видео, сделаем, Вообще у подготовим. нас есть передача своя, называется «Дик Лото», и у нас записан эфир, но он подвис, мы не можем его выпустить, про башкирскую музыку. Да, то есть там мы тоже выкладываем различные плейлисты и названия композиций. Ну, кому интересно, у нас там есть всякие передачи и про Грузию прекрасную, про Турцию и так далее. И будут еще передачи выходить скоро у нас. Башкортостан, Татарстан, Да, и поехали, куда можно. Да, Афганистан. Очень хорошая да. идея. Хорошая идея, по-любому сделаем. Смотрите, как сказал ранее Павел, что вот эта пластинка очень крутая, все за ней в поисках, но мое знакомство с этим ансамблем, очень связывающая песня, в которую я прям влюбился. Как сказал ранее, я танцор, и мне нравятся такие музончики, где есть брейк и так далее. И это, когда попала мне пластинка в руки, я ее послушал и влюбился в одну песню. Называется «С настроением».
Вы просто послушайте, это прям как будто реально современный фанк-брейк. Такая, походу, была мощная вечеринка 80-х. Вау, очень здорово. О-о-о. Отлично. Ну что, едем Как вам дальше. понравилось, нет? Как вам музон вообще? Прям, я думаю, это прям, как бы не боюсь этого слова, мясо. Настоящий яд. Ну что, идем дальше. Следующий исполнитель Радик Гореев, дорогие друзья. Прекрасный певец. Радик Арсланович Гореев родился 23 марта 1956 года в Янауле, Башкортостане. К сожалению, уже умер в 1996 году. В возрасте 15 лет поступил в музыкальное училище, окончил его в 1979 году. Затем продолжал обучение на вокальном факультете Уфимского нашего института искусств, который окончил в 1983 году. А уже будучи студентом, был приглашен в оперный театр как солист и с тех пор работал в театральной и концертной деятельности. Гореев был вообще оперным и эстрадным певцом. Голос у него баритон с богатым и разнообразным репертуаром, как это классика, народная музыка наша башкирская и разные песни башкирских композиторов. Среди оперных партий, исполненных им, это «Жермон» в «Травиата» Верди, «Фигаро», «Севильский цирюльник» Россини, Евгений Онегин, Чайковский. Различные, там очень много композиций. В 1983 году получил, кстати, гран-при Международного фестиваля политической песни «Красная гвоздика» за исполнение башкирской песни «Уралым». Был лауреатом
республиканской премии имени Саляма в том же году. В 1983 году ему было присвоено звание народного артиста Башкирской АССР, а вот в 1989 году уже получил звание народного артиста России. Вот. Что за песню мы будем сегодня слушать? Расскажи. Немножко расскажу. Ну, как все это тоже начиналось, как мы с ним познакомились. Ну-ка. Ты лично мы- был с ним знаком? Не, лично не знаком. Жаль. Хотя мог бы познакомиться, если тогда бы был увлечен этой музыкой. Смотрите, как мы пришли к нему. Как сказали мы ранее, что ансамбль Дустар принимал много везде участия, и здесь же в этом альбоме они принимают свое участие как музыкальный сопровождающий. Да, как инструментал. То есть поет Радик Гареев, а инструментал от ансамбля Дустар. Да, смотрите, пластинка, получается, тираж был небольшой. Пластинка вышла, по-моему, в 1988 году. Тираж очень маленький, в таком состоянии сложно найти, но именно вот с обложкой, они есть там с обычными там вкладышами, такие, знаешь, там всякие Да. орнаменты, а вот именно с цветной обложкой сложно найти. Смотрите, да, какая фотография, какой у него бомбер. И Красивый в то время, мужчина. смотрите, какой парень был на стиле уже, да, в то время уже как бы шарил, наверное. Будто обложка Daft Punk какая-то, да? Да, да, такой, знаешь, такой по-любому, я не знаю, в то время же не было интернета, где они вдохновлялись. Но по-любому раньше как было, типа, едешь на фестиваль, услышал какой-то музыку, это сейчас, да, типа, ты слышишь музыку, тебе понравилось, типа, давай делать такой музон. Вот, а раньше это было намного сложнее, и я думаю, что это было так. Люди, наверное, приезжали на фестиваль, что-то слышали, подумали, блин, хочу так же, приезжали домой и как по памяти пробовали, делали. Раньше же еще знаешь, как было, кто работал в правительстве там, или моряки разные, вот кто мог выплывать куда-то, вылетать, привозили же пластинки из-за рубежа всяким классным фанком, диско-музыкой. И тоже, кто, так сказать, мог до этого дотронуться, перезаписать эту музыку на костях, да, на рентгенах, вот переписывали Ну, себе как и бы, тоже учились из Наверное, этого. референса мало было, как бы, да? Да, референс было мало, Чего-то. и их нужно было еще достать. Наверное, все еще и, скорее всего, по-любому не давали, потому что даже вот немножко отойдем, да, от музыки, на практике моих танцевальной, как бы, сферы, когда я начинал танцевать там в 90-х годах, да, и тогда не было интернета, но был там домашний, потом появился через телефон домашний, модем, и тогда не было видео, и когда появлялось видео, эту, допустим, видеокассета, да, там, ВХС, никто никому не давал. То есть, если у меня появилась кассета, я никому ее не дам, потому что для меня это просто трофей, и я думаю, так же было с музыкой. То есть, Слушай, а мы всеми дворами переписывали друг дружку. не, потом мы переписывали, но фишка вся в том, ты хотел это научиться первый, Ну, конечно, как конечно. бы, и неохота было делиться информацией. Быть Охота самым было- лучшим, да? Охота было быть самым крутым на районе, и так же, наверное, было и с музыкой. Ты сейчас, типа, да, там услышал трек, и я думаю, о, сейчас я так же сыграю. Ага. Еще хочу сказать, что с 90 по 95 год, кстати, Радик Гареев был директором нашего Башкирского государственного театра оперы и балета. При этом продолжал выступать как солист. И вот как раз-таки под его руководством в те года наш театр оперы и балета вышел на очень новый, хороший уровень, вот, став площадкой для национальных и международных оперных, балетных различных фестивалей. Давайте же послушаем его, дорогие друзья. Да, будем слушать трек, называется «Остановилась музыка». Это прям шипение, это прям вообще, это прям... О, прям стиль Дустара чувствуется, ансамбля. Tutanım o Ellerimde ıskın almay kaldı ölüm Tutanım o Ülgürmenim gittim sitke mi yine sabır tutum mi yine sabır tutum Benim Kullarına, kullarımdır bağalarım Niye kinet yuvaldım hon Niye kinet yuvaldım hon Güttüm mındım bağılırım Güttüm mındım bağılırım
Йөрәгемә капыл шулай туктап калды туктанымы. Нисә елдар көтмәнемә бөгөн генә якты таңды, бөгөн генә якты таңды. Көтмәнемә улдарыңа, улдарымды кагылырым. Нигә кинәт югалдым һуң, нигә кинәт югалдым һуң. Көттем мондым агылырым, көттем мондым агылырым. Радик Гареев, дорогие друзья. Прекрасная песня. Называется «Остановилась музыка». О чем песня? Кто понял? Наверное, про то, что музыка остановилась, я Ну, думаю. это понятно. А просто интересно, про что там поется глубокая мысль? Есть какая-то? Как обычно, про любовь, да, все? Про... Это как обычно, Как понятно. обычно у всех, да? А я думал, там и была бы побольше зарплата и так далее. Это только наши с тобой мечты, Виталь. Так, ну что, сейчас мы давайте еще поставим у Радика Гареева другую композицию, чтобы было полное понимание, что это за исполнитель такой прекрасный. Продолжаем дальше. Будем слушать песню, называется «Свидание». Это афганская народная песня, и вот... Афганская? Вот он, Обалдеть. он ее исполнил. Давайте послушаем. Прям чувствуете, да? Чувствуется Афганистан. С башкирским столовиком. Это тоже у нас, да, ведь ансамбль Дустар?
man. Oh, chica, 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 Немножко диски стайл, да, как будто диски бит. Да, конечно. Но кто именно сэмплировал, кто типа взял и сделал что-то похожее? Ну, конкретно... Ой, на самом деле много кто сделал, как бы, но это в основном такие хип-хоп диджеи. Типа диджей Shadow. Ну, всякие такие, да, которые типа глубоко копают, то есть это не мейнстрим, то есть это не в клубе там. Да, то есть прям это оригинальные пластинки. Вся музыка и построена вообще, весь хип-хоп на этом построен. На сэмплировании, на каких-то что. Ну, мы начинали с этого, как бы мы тоже, то есть мы тоже делали раньше, у нас есть треки, где мы делали татарские, башкирские, у нас тоже есть свои как бы эдиды, ремиксы, но... Тола особенно. А сейчас... В интернете есть на всех площадках. Ансамбль Араш энд Квазар называется. На виниле, да, тоже есть, кстати. Если слушаете виниловые пластиночки, вот, пожалуйста, можете подходить и приобретать. Да, и... Они закрытые, они запечатанные все. У тебя же есть... ТГ-канал, да, тоже Всё есть, имеется. У Да. нас есть все соцсети, мы современные музыканты. Да, после лекции мы давайте с вами подойдем, я напишу. Все сэмплируют, просто тут видите, то есть это не факт, что вы это поймете, что это отсюда взято. Как бы, сэмплирование в этом и фишка, то есть, как бы, грубо говоря, тут там BPM может быть 120, а он там 80 его сделал, какой-нибудь там лоу-фай, там, хип-хоп, и вы не поймете, что это сэмпл взяли. То есть, как вся современная музыка, то есть, многие музыканты современные, вы слушаете, думаете, вау, какой крутой музон, а на самом деле это как бы они взяли у кого-то какой-то сэмпл и переделали под себя, и вы думаете, что это оригинал, а оригиналы там, когда еще не было ни мас, ни мамы и так далее. Да, я знаю крутых много музыкантов, кто делает там хип-хоп муз. Да, я знаю, кто именно, я знаю людей, кто именно башкирский фанк как бы дигает и с него вдохновляется, что-то делает. То есть это как бы практика. В огромных количествах. Да, Да. просто это сейчас как бы стало очень, сейчас все стали авторские права просить и так далее, ну с ними можно. И вот идем дальше, то есть как бы вопросы есть какие-то, задавайте, нам интересно общаться, чтобы это было живое. Что? У нас? Мы или Радик Гариев? Да, ВК тоже есть. На всех площадках мы есть, можете послушать. Также у нас есть Bandcamp, можете покупать треки, которые нельзя послушать. Да, главное покупайте, да. Да, то есть задавайте вопросы, на самом деле интересно общаться, так, как бы, какие да есть Да, вопросы. конечно, Давайте, да, и может как бы быть, и во после- время, и после лекции, после, пожалуйста. Допустим, лекции, там, 5-6 вопросов задайте нам. Хорошо, 7. Ну, 7 тогда, 7. Ну Смотрите, идем дальше. Вот это вообще, это просто граль, я считаю, башкирской сцены. Это просто Назифа Кадырова, это легенда реально. Это прям, как называется в нашем деле, это
мощный диг. Типа надигать такую пластинку, это считается круто. Кто собирает интересную музыку именно с этой обложкой, это, я думаю, считаю вообще успех, да? Как выиграть лотерею, я бы сказал. Да, это прям, я думаю, как бы... Что? Ремикс? Только ради тебя, конечно. Народная артистка Республики Башкортостан. Она удостоилась званий, как и народная артистка и Башкортостана, и Республики Татарстан, и Российской Федерации. Вот. Сегодня мы будем слушать композицию под названием... Какой там? То есть это ее дебютный вообще диск Назифы Кадыровой, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1982 году. Такой был диск-гигант с записями ее исполнения. Здесь и на башкирском языке, и на татарском есть песни. Вот. Но самое главное в этой композиции, вот послушайте, там синтезаторы. Это настоящее волшебство. Да, это как бы прям, я считаю, что башкирский фанк прям мощный. Да? Хотя, как есть информация, что якобы этот альбом, вот этот, который выходил гигантский у нее, она им недовольна сама почему-то. Не знаю. Я знаю, что сейчас она пожилая женщина, вроде бы уже, ну так, иногда, Но она да? любит другое свое творчество. Почему-то вот это как будто... вот Ей то, не что особо. Походу для того времени это было слишком экспериментально. Больше чего-то народного, да. И Да. еще я знаю, что она где-то на телецентре живет. Да, все верно. Она живет на телецентре, так что к ней не надо. Серьезно? Ух ты. Круто. Здорово. вообще. То есть она в нормальной форме, все, да, на фреше. Она исполняла песни? Здорово. Круто. вообще. Надо было сегодня Надо, позвать. надо с такими фоткаться, да, и как бы на память давать им 5, потому что это как бы музыка и вклад. Я считаю, что если вы интересуетесь музыкой, вы должны знать как бы корни, где вы живете. Там, неважно, там вы в России, где-то там в Польше и так далее. Там, я считаю, что это интересно знать, хотя бы понимать, кто что был, из чего все пришло и откуда, как говорится, растут ноги. Да, поэтому именно на сегодняшней лекции мы как раз-таки вот отдаем эту дань уважения, восхищения нашим родным артистам из Башкортостана. Будем слушать 2 композиции. Одна Давай. из первых это будет «Только приходи». Послушайте, какие там... Синтезаторы, ну просто... это реально. То есть, несмотря на то, что это было написано очень давно, свежо звучит сейчас. 82-й год. Yüreğimde kupan, ut yollarını
такая вот прекрасная композиция Назифа Кадырова. Поставим следующую. Кстати, муж Назифы Кадыровой — это известный также во всем мире, в Башкортостане, известный мотогонщик наш Габдрахман Кадыров. Вот, кто, может быть, не знал об этом. Ну что, следующая композиция, как она будет называться у нас? Что Называется это такое? песня «Тоска». Ну, главное, вы не тоскуйте. Все будет хорошо. Поехали. Прям такие, да? Синты. Aşığı tütele günlerin Odun şul bir kılın tünderin Gittin gittin alıptan Eğlendin tütümü havıştan Bılbıllar to'xtalma yo'qlanib Og'imda yonqibin yomondir Foydingni tezgilir tog'iqish Zalomat yiroqqa yonqib qish Oldalil bor hali ishlarim Bitganday qo'y vaqt kuzlarim Xot yonam, o't yonam kiyslarim Xotlarga haymatshul hislarim Bılgımer to'xtalma yo'qlanib Og'imda yong'ibin yomondir Foydingni tezgilir tog'iqish Zalomat yiroqqa yonqib Uylama soqtala uylama Ölmez мұң болып мұңлана Киттің киттің алыптан Әйләндің түйкіміз ағашқа Bılgımer to'xtalma yo'qlanib Og'imda yong'ibin yomondir Foydingni tezgilir tog'iqish Zalomat yiroqqa yonqib qish Zalomat yiroqqa yonqib qish Zalomat yiroqqa yonqib Красивая, красивая. Красота. Закончила красиво прям. Ребят, ну что, едем дальше. Очень известное имя на башкирской эстраде, конечно же, Ильфак Смаков. Родился, да, в 40-м году. Кто его знает? Есть такие люди? Так. В 40 году родился, происходит из башкирского племени Дуван. Его отец служил
телефонистом во время Великой Отечественной войны, где погиб в 1942 году. Ильфак Смаков в 1963 году окончил вокальное отделение Уфимского училища искусств. С 1963 по 1991 годы был солистом Башкирской государственной филармонии. К сожалению, умер он уже в 1993 году в Уфе, а похоронен у себя на родине в деревне Рапатово. Что про него вот интересные факты можно рассказать? На одном этапе обучения училища ему грозило как-то раз отчисление. Вот, как профессионально непригодному там было написано, указано, из-за проблем с интонацией. Вот. Но преподавательница его взяла под свое крыло, увидела, разглядела в мальчике талант, и его не отчислили. Вот. А его выпускной экзамен в училище принес настолько сильное впечатление, что профессор консерватории московской, он в Москве сдавал экзамены, председатель комиссии сказал, вот даже записано: вышел такой неказистый, щупленький, косоглазый парень, как когда запел. запел, вот. Так что в его родном селе Дом культуры, музей, там, то есть его дом, музей, назван его имени, есть. На доме, где жил певец в Уфе, установлена мемориальная табличка. Вот. А в честь его в Чекмагушском районе в 1988 году был учрежден конкурс исполнителей песен из репертуара Ильфака Смакова. Вот. Да, то есть, представлять, да, это как, в принципе, как оно и бывает. Мне, типа говорят, твое творчество так себе, ты такой, а в итоге люди потом показывают всем, что... А в итоге великий народный артист. Народный, великий, да. И как бы сейчас мы немножко уходим чуть глубже к музыке, она такая более уже ранняя, чем, допустим, там всякие ансамбли. Более Такая народная. Более народная, да, более такой прям фолк уже. Как бы. Слушаем. Композиция называется, написана, правда, на башкирском, как я помню, называется Давай я прочитаю. Дауган, да? Или- Туган Аулым. Вот так ты она же знаешь, называется. башкирский читаешь? Немножко. Отлично. Когда ты спрашивал, русский ли я, не совсем.
İne şavuyan yemle havlarında temle yüllerinden ağla Oyalak isterim de Alelay isterim de Yaratan beni tuğan Oyalak isterim de Alelay isterim Yaratan tuğan Ильфак Смаков. Вот такой прекрасный певец. Ну что, мы идем дальше. И сейчас бы хотели бы рассказать про нашего прекрасного... Мы уже тоже- предысторию ставили, да? Да, предыстория уже была, можно сказать, был инструментал. А кто вот его написал, то есть исполняют ансамбль Дустар у нас. Сейчас мы поставим трек как раз с вокалом по просьбе людей. Салават Ахмадеевич Низамуддинов. Это композитор, родился 3 марта 1957 года в Учелинском районе Башкирской ССР. 7 лет поступил в Уфимскую школу-интернат для слепых детей. Можно сказать, что это наш башкирский Рэй Чарльз, дорогие друзья. Вот, где пел в хоре, осваивал баян, домру, кларнет, трубу. В возрасте 11 лет был принят в филиал музыкальной школы, первый по классу баяна. Учился в Уфимском нашем училище искусств, затем в аспирантуре Московской государственной музыкально-педагогическом институте Гнесиных. Гнесинку закончил. В 1983 году вступил в Союз композиторов СССР. Вот, к сожалению, уже умер 29 июля 2013 года. Автор многочисленных опер, симфоний, хоров, романсов, эстрадных песен. Среди, наверное, значимых вообще произведений в его жизни это опера «Черные воды» 1989 года по поэме Мустай Карима, опера «В ночь лунного затмения» 1996 год и опера «Момента» 2000. Кстати, и молодежная рок-опера «Звезда любви» это 2002 год уже. Да. Вот. Ну что, в его творчестве часто прослеживаются темы, как слово «музыка», литературно-поэтические источники, то есть там Блок, Турбина, да, и так далее. В 2003 году ему присвоено было звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Ну что, вообще, как бы он, несмотря на потерю зрения, он стал слепым еще в детстве, он добился очень значительных успехов как композитор. Вот его вокальная симфония «Разговор с Салаватом» получила золотую медаль на выставке СССР на ВДНХ в 1988 году. Вот. Ну и огромное наследие человек после себя оставил. Его творчество продолжает влиять на развитие музыкальной культуры Башкортостана. А в 2015 году Учелинскому колледжу искусств и культуры было присвоено его имя. Вот такой замечательный композитор. Вот. Большая биография. Круто, что такой человек, да, и достиг всего, несмотря на то, что был потерян самого прекрасного, да, видеть. Зато он, получается, слышал. Да, и слышал еще как, и писал, и написал очень много отличной Да, музыки. и вот, к примеру, его там песни разные ансамбли переигрывают, играют. То же самое. Сейчас мы ставили трек «Дождь идет», ансамбль Дустару. Сейчас мы поставим эту песню уже со словами.
Слушаем. Шыбыр шыбыр ямгыр ява, шыбыр шыбыр ямгыр ява, сылата кырдарыңды. Керпектерің ник сыланган, керпектерің ник сыланган, ағындың күндеріңді. Керпектерің ник сыланган, ағындың күндеріңді. Ағындың күндеріңді. Илама деп әйткәндә, илама деп әйткәндә, барыбер иларһыңда. Болыттар бит тулышканда, болыттар бит тулышканда, ямгырды тыярһыңмы? Болыттар бит тулышканда, ямгырды тыярһыңмы? Ямгырды тыярһыңмы? Керпектердә кердәр кебек, керпектердә кердәр кебек, тизгенә кипһәйкән. Агнударда ямгыр кебек, агнударда ямгыр кебек, килһәлә китһәйкән. Агнударда ямгыр кебек, килһәлә китһәйкән. Килһәлә китһәйкән. Шыбыр шыбыр ямгыр ява, шыбыр шыбыр ямгыр ява. Такой дилей. Красиво, красиво. Салават Низамудинов, дорогие друзья, специально для вас. Ну что, мы идем Это дальше. Вот такой сборник, на самом деле, молодые голоса. Тут все песни, разные исполнители, разные ансамбли. Очень крутой сборник, довольно редкий. Тираж 1500 всего, редкая пластинка, очень дорогая, в таком состоянии сложно найти. Я считаю, что стоил 2 копейки в свое время. 2 копейки — это сколько на наши деньги? Часто? Я не 2000 рублей, математик. наверное, да? Ну, что-то такое, наверное, да, около того. Так что, если видеть такую обложку, написано «Молодые голоса», я думаю, нужно Берите, приобрести. Потому забирайте. что, опять же, да, тут принимал ансамбль «Дустар». То есть все здесь с ансамблем «Дустаром». Да, опять же, Дустар. Ну что, на самое сладенькое под конец. Мы идем дальше. Это тоже одни из... Блин, у нас, походу, все любимчики, да? Да, мы просто, а это вообще, а это еще, да? Да, но это прям... Ну это прям вообще, ребята, ну повлияло это что-то, тоже. это фурор. Повлияло на нас, на наше тоже, наверное, творчество и понимание о башкирской музыке. Такой ансамбль «Орлан». Может, кто-то раньше его слышал. Кто слышал про этот ансамбль? Этот ансамбль появился тогда, я почему это помню, как, наверное, своих 5 пальцев. Это появился ансамбль тогда, когда я, в принципе, родился, в 86 году. То есть я родился, появился этот ансамбль, походу, специально для меня подарок. Конечно, на день рождения, конечно. Ансамбль был основан в 1986 году в Уфе Олегом Киреевым, знаменитым джазовым вообще саксофонистом. Сегодня мы вам покажем вот этот легендарный альбом «Башкирские легенды», за которым охотятся по всему миру. Каждая композиция основана на народной башкирской мелодии здесь, переработанной в стиле этно-джаза, с динамичными импровизациями и выраженным духом такого, я бы сказал, фьюжена. Альбом стал вообще важным событием на советской джазовой сцене в то время, да и сейчас остается. Ансамбль получил призвание за оригинальность, за качество звучания. Некоторые треки, например, как башкирский сельский блюз, позже вошли в сборники вообще редкого джаза, например, Red Square Groove. То есть эта музыка, она уникальное вообще объединение башкирских народных мелодий и джазовой импровизации, богатая национальным колоритом и вот фьюжн-джазом именно, да. Что еще хочется сказать? Здесь один из моих любимейших вообще бас-гитаристов на советской сцене, да, Олег Ингуров. Только послушайте, как звучит бас-гитара здесь. Как-то мне удостоилось я чести пообщаться с этим прекрасным человеком. Он рассказал, что они писали этот альбом в Москве на студии лейбла «Мелодия». После них сразу писался Филипп Киркоров в свою пластинку.
Знаю, что Олег использовал на этой пластинке всего лишь просто одну бас-гитару, это Fender Bass Jazz был, и примочка была у него Flanger, по-моему, Boss, да, все, больше там ничего нет, но бас-гитара звучит как будто бы как безладовый контрабас, и это потрясающе. Что еще хочется сказать, что на этом альбоме вообще играют уникальные, легендарные музыканты, а также знаменитый здесь еще молодой великий кураист Роберт Юлдашев на этой пластинке исполняет партию на курае, прям вот с фьюжн-джазом. А ты сказал, что они тоже вместе с Дустаром друзья были? Да, с Дустаром они, кстати, тоже сотрудничали, Они многие путешествовали, музыканты, делали, да, вместе даже Вместе играли. гастролировали. Прикольная пластинка, она так написана, это все как будто одна история, то есть тут нет почти разделения треков, они идут как бы перетекают один из другой, и такая как бы история. Ты погружаешься в историю, то есть можешь ее с самого начала включить и проникнуться Башкирскими да, то легендами. есть там все, там меняются прям партии, разные интересные переходы, и ты слушаешь и проникаешься как бы в их творчество. Сейчас мы будем слушать трек «Сабантуй», тоже не сначала, потому что он очень долгий, и начнем с такого момента. Башкирский шаманист. Это мастерство барабанщика. Сцены, хоп, все на него.
Нереально круто вообще. Ансамбль «Орлан», дорогие друзья. То есть у них каждый трек почти такой же, можно слушать и слушать, как бы. Потрясающий альбом, просто легендарный альбом. Вот, всем очень сильно советуем. Вам понравилось? Как бы, музон, как будто, да, как будто сделали в современное время, да? Вот, хотя даже сейчас так не делают, сейчас, Сейчас не умеют. как говорят, фразу, вот раньше было лучше, реально, раньше было лучше, вот здесь в джазе стопудово. Сейчас? Например, Bad Bad Not Good. Все верно. Ну вот. Ну что, Видимо, поклонник. Так. завершаем, Ну что, дорогие друзья, Вам да, понравилась сегодня наша лекция, немножко история нашей, как бы, на самом деле об этом можно говорить долго и бесконечно, и мы можем про это говорить и и говорить. мы будем говорить, да, так что приходите еще. Может, есть какие-то вопросы, ребят, давайте вот по лекции, может быть, что-то. То, что вот вы сегодня услышали, может, какие-то есть вопросы, да, спрашивайте, задавайте. Потому что мы, как бы, на самом деле, глубоко любим этот музон и можем рассказывать про него часами, но время ограничено, я думаю, у нас. Больше, чем башкирский мед, да? Но башкирский мед я вообще редко ем, но вот музыку башкирскую люблю. Так что, и на самом деле, мы не только собираем башкирскую музыку, мы на самом деле какие-то, не знаю, Все музыки какие-то собираем. гиганты, да, то есть я собираю и турецкую музыку, и африканскую, и там, блин, и финскую, и польскую, и это можно перечислять. Как бы, И все, каждую страну сейчас перечислил. да, просто. и на самом деле у нас как бы есть смысл нашей передачи «Теклото», что мы рассказываем про каждую страну музыки. И мы, бывает такая возможность, куда-то путешествуем и собираем материал. Допустим, приезжаем там в Грузию, собираем про Грузию, собираем... Кстати, грузинский джаз очень мощный, мы можем про него тоже сделать лекцию. Да, на ютубе мы есть, есть, да. есть как раз таки передача про Грузию там Грузинский есть. джаз, это тоже, это прям отдельная любовь. Хорошо, Всё, да. немножко позже. Сейчас Так сделаем. что, если интересно, мы также, у нас есть свежий материал про Японию. Я побывал недавно в Японии, и там лютая музыка вообще тоже своих времен и современных. Да, поэтому сейчас, скажем так, мы это все оживляем наши видеопередачи вот такими живыми лекциями, где можно вживую, то есть и показать вам эту музыку, и вместе ее послушать. Поэтому будем делать ее еще дальше, поэтому приходите, дорогие друзья. Так, вопросы. Так, пожалуйста. Винил, на самом деле, до сих пор является самым классным, самым качественным носителем Что сподвигло именно нас? музыки. А, вот, она именно. Ну что, давайте я, наверное, скажу про себя, потом, наверное, Паша про себя немножко, да? О, это вообще больная история, долгая. На самом деле, я изначально пришел к музыке через брейкинг, через, как говорят в современном мире, это брейк-данс, но правильно брейкинг. И на то время мы танцевали под фанк, под брейкс, и мне нравились исполнители именно фанк-музыки, хип-хоп-музыки, и я понимал, что когда я слушаю музыку, допустим, на батлах, с нормальным, ну, то есть на соревнованиях с нормальным звуком, звучит по-другому, слушаю дома по-другому, я понял, что есть в каждой музыке вкус, чувство музыки, чтобы понимать, как лучше звучит. И я стал интересоваться, почему носители все по-разному звучат, и пришел к тому, что виниловый носитель — это более точный к ансамблю к той эпохи. То есть, да, потому что сейчас, ну, допустим, современная музыка, которая выходит на виниле, современная электронная музыка и так далее, это новодел, это совсем чуть по-другому, это просто, можно сказать, такой уже фетиш, уже мода. А в то время все бэнд-музыканты, все рок-группы, все, ну, именно музыка там 90-х, 50-х, 60-х, 70-х, они писали в студиях на ленты, на бобины, и это все делалось потом, сводилось и переносилось в матрицы, делалось пластинкой, и этот звук, он более точный, и когда ты его слушаешь, понимаешь, что есть моменты, допустим, в каждой музыке есть квадрат, все вы понимаете, да, и его слушают все. Но на самом деле есть глубже инструменты, которые много кто не слышит, но музыканты и танцоры это проникает глубже. И когда вы смотрите, допустим, вот в моем случае, мы танцуем на батле, и ты смотришь батл, обычный обыватель, он видит, танцует танцора, он слышит только большой удар, клэп, там, квадрат, а танцор может танцевать в очень глубокую, допустим, какую-то там дудку, которую никто не слышит, а он ее слышит. И он так ее подает, и люди, многие думают, что, блин, чел делает мимо музыки, танцует.
А на самом деле это просто они не врубаются, а он более глубже И это прям в музыке, в носителе это все ощущается. То есть как бы MP3, современная музыка, там ВКонтакте и так далее, вы не слышите самые глубокие моменты, какие-то детали, потому что они просто тупо сжимаются, тираются и все. И это даже обычный пример, как я всем привожу ребятам, танцорам и так далее. Вот вы слышите трек, да, допустим, в наушниках, он по-другому. Слышите его в колонках просто, он по-другому. Когда вы видите клип, вы видите совсем по-другому. Вы видите, что там в клипе побежала вода, а в треке вы это не слышали, потому что у вас другие были моменты, которые вы ловили. А это все, то есть у вас увидели глаза, увидели уши, и вы поняли глубже. Также и здесь, в музыке, в носителе. Чем качество лучше, тем лучше погружение, понимание. Ну и опять же, это типа любовь, то есть это сейчас, да, типа много музыки ты накачал и пошел там даже как диджей. А раньше все диджеи играли с пластинок, собирали материал. В этом как была прелесть диджея, потому что ты собираешь материал, потому что вот мое первое знакомство с диджеингом, я приезжал нам на фестивале и играю диджея, и вот на пластинках есть такая штука, называется яблоко. Знаете, что такое яблоко? Яблоко — это вот что написано, информация о музыке. Можно сказать, паспорт, паспорт пластинки. То есть вот это яблоко, вот видите, вот это белое яблоко, на нем написана информация, что, кто поет и так далее. И я был на таких моментах, на таких вечеринках, где играет диджей с пластинок и закрывает яблоко картонкой. То есть тогда не было шизама, как сейчас. И ты стоишь, слушаешь музон, думаешь: о май гад, это что за музыка? Типа подходишь к нему, а ты не видишь, что он играет. И он тебе не скажет, что он играет. И это была прелесть диджеинга. То есть люди собирали музон и приходили на вечеринки и делились своей музыкой, чтобы типа, почувствуй, какой я собрал музон. Типа диггинг, информация, коллекционирование. И винилы тоже коллекционирование. Ты собираешь пластинки, ты понимаешь, что ты не будешь покупать все попало, потому что это стоит денег. И ты понимаешь, что, допустим, для тебя есть какой-то определенный жанр музыки, и ты начинаешь копать исполнителей, более погружаться в эту музыку и начинаешь покупать то, что тебе нравится. И то есть ты не просто зашел там в ВК-музыку, да, накачал там плейлист и пошел, завтра удалил другой. Так не работает. То есть как бы ты начинаешь более глубже копать музыку, и у тебя появляется любовь, ты собираешь пластинки, сперва один жанр, потом переходишь, допустим, в другой. То есть я много что попробовал и собираю разную, говорю, музыку, то есть там от рока заканчиваю там современной электронной музыкой. То есть это все собираю и понимаю, то есть я знаю весь свой материал, то есть у меня более 2000 пластинок, и я знаю почти каждую свою пластинку, по сути. Что за пластинка, когда я ее мог купить там. А было очень много, я еще продал половину. Вот. И это прям любовь, потому что ты прям открываешь пластинку, ты ставишь, поставил, почувствовал музыку, почувствовал, как ребята ее делали. Это дань музыкантам. Ну, это прям глубокая тема, можно рассказывать ее бесконечно. Это же еще прям ты прям берешь в руку, там помимо музыки же ведь еще и рисовалась обложка, да, это же целая как картина, какой-то арт-дизайн, да, ты можешь это ощутить в руках, ты и услышать, и почувствовать как книгу, да, не электронную книгу там читать, а именно книгу настоящую, почувствовать ее, запах ее. Ну да, то есть как бы еще такой момент, типа мы же везде собираем пластинки, дигаем, мы стараемся искать, то есть первое издание, первая пресса, это тоже глубокая тема, если интересно, можно отдельно сделать про это лекцию. То есть современные пластинки нас интересуют только современные музыканты. Современные пластинки старых музыкантов нас не интересуют, потому что это переиздание, это то же самое, что я послушал в ВК-музыку. То есть просто это как там, хипстерская тема. То есть у тебя есть пластинка, там какая-нибудь там Prodigy, да, там, которую вчера записали, там, The Fat the Lamb альбом, да, 96-го года. А есть первый пресс, он по-другому звучит. Вот у меня есть первый пресс, который стоит сейчас дорого. А вот этот за 5000 рублей новодел, это как бы, ну, это просто, чтобы дома был, там, на полке для модников. Короче, где я бы ни был, везде по локоть грязный. Но я недавно был в Японии, и там ковырял старые пластинки, и оттуда вышел очень чистый. Как будто я смотрел новые пластинки. То есть это я сказал людям, которые собирают, все говорят, да, реально, мы этого что-то не замечали. Так оно и есть. И вот, и благодаря как бы виниловых пластинок мы так познакомились и с Пашей. Мы любим как бы музыку, это нас и свело. То есть все пришло через любовь пластинок. И мы собираем пластинки до сегодняшний день, собираем, коллекционируем, продаем, кому-то достаем. Уже скоро нужно отдельную квартиру покупать только для пластинок. Да. Так.
Ну что ж, большое спасибо всем. Было здорово. Спасибо, что Спасибо пришли. вам, что пришли. Приходите еще. Вот, мы всех рады вас видеть. Будем продолжать наши лекции.